день и вечер, дорогие коллеги. Так, сегодня у нас встреча с главой города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым. Это происходит как отчет главы за проработанное время, этот прошедший год, 2023 год. Этот год очень интересный, знаменательный год прошел. Для нас он как юбилейный, 30 лет создания учреждения Академии наук как высшей научной организации республики. И мы пришли с определенными хорошими результатами. И 300 лет вот уже отмечаем Российской Академии наук, а в следующем году мы будем отмечать столетие первой научной экспедиции Академии наук СССР по изучению производительных сил на территории северо-востока России, Якутской АССР, и 300 лет начала первой Камчатской экспедиции. Все начиналось с города Якутска. Поэтому очень большая ответственность ложится на горожан, на мэра города Якутска, на научное сообщество, потому что новые видения, новые вызовы идут и грянут перед нами. А столица Республики Саха-Якутия должна ответить на это вызов достойно, как она делала всегда. И мы сегодня, научная общественность, действительно члены Академии наук здесь есть, директора институтов, научные сотрудники есть здесь, и молодые люди, которые аспиранты, занимающиеся наукой. И сегодня заслушаем отчет и, конечно, зададим вопросы, и будут и выступления. Спасибо, Леонид Николаевич. Евгений, добрый вечер. Во-первых, хочу поздравить всех вас с прошедшим Днем российской науки. Пожелать вам успехов в вашей работе, фундаментальной, практической работе, чтобы с вашим вкладом укреплялась наша страна. Сегодня роль российской науки особенно важна в укреплении технологического суверенитета страны, в развитии социально-экономической свободы нашей страны невозможно представить без развития российской науки. Это раз. Второе, значит, мы сегодня в ходе отчета несколько раз делаем отсылку к предстоящим планам развития в виде утвержденного президента мастер-плана города Якутска до 2030 года. Грядет колоссальный объем работы, который нам предстоит всем вместе сделать. Здесь хотелось бы обсудить и выстроить конструктивную работу с представителями научного сообщества, с институтами научными, с академией в плане сопровождения всех этих проектов с научной точки зрения. Ссылку слайдов указать. Ну, все вы прекрасно помните, национальные проекты были инициированы президентом страны Владимиром Владимировичем в 2018 году и начали реализовываться с 2019 года. Так вот, с вовлечением национальных проектов мы видим рост как и городского бюджета, так и республиканских республики в участии национальных проектов. Я здесь на слайде отчитаюсь перед вами за 5 национальных проектов, в которых город является заказчиком, 500 миллионов рублей. Если посмотреть за 5 лет, то общий объем был приравнен к 17 миллиардам 500 миллионам рублей. Это только за счет заказчика города. Хотя бы один национальный проект взять — здравоохранение. Заказчиком является Министерство здравоохранения, диспансер и онкологический диспансер. Общая сумма инвестиций почти 20 миллиардов рублей. Если суммарно посмотреть по всем 12 национальным проектам, то объем инвестиций в город Якутск составляет более 40 миллиардов рублей за время реализации на территории нашей страны. Наставника войдет в историю города Якутска как год, когда мы строили рекордное количество зданий для школ. Параллельно строилось 6 образовательной школы номер 26, ведется строительство здания к 29-й школе. Вот так ждали, да? Ну, давайте вопросы, да, каким город наш будет, в
каком направлении будем мы идти. Вот. Здесь вопросы, да? Да. Евгений Николаевич, спасибо за обстоятельный доклад. Очень внимательно прослушали. Но вопросов много. Хорошо. Ну, первый вопрос такой. Вот какие обязанности и преференции появились у города в связи с награждением, значит, почетным званием «Город трудовой доблести»? Преференция, ну это, наверное, не преференция, а дань уважения поколению, которое проявило действительно трудовой подвиг. А по обязанностям, да, у нас теперь есть обязательства, мы должны сейчас провести работу по увековечиванию имени этого, и мы ее проведем на Парке Победы. В этом году у нас будет установлена входная группа с триптихом, на котором будут установлены архитектурные решения, увековечивающие это имя, присвоение городу трудового знания. Маленький, несравнимый с теперешним, и тогда выделялся 5% на науку, город выделял. Были определенные темы, значит, оплачивалась экспертиза, консультации даже некоторые. Вот сейчас в бюджете города я не увидел отчисления, что ли, какое-то выделение какого-то процента на науку. Программы такого не заложено в бюджете, и это, конечно, наверное, нехорошо. Но с точки зрения 131 федерального закона есть четкие обязательства, которые мы должны выполнять. Вся проблема в том, что у нас по уровню финансирования мы не до конца выполняем наши прямые обязательства. Это факт. Мы должны сделать больше по обеспечению, допустим, жильем наших детей-сирот. Не должно быть такого. Мы должны быстрее и больше убирать дороги, в том числе от снега. К сожалению, мы сегодня еще по уровню финансирования не 100% это сделали. Но мы добавляем с каждым годом обороты. И в этом плане, конечно, процент на науку это не наше обязательство. Знаете, здесь с точки зрения обоснования перед теми же надзорными органами, но будет очень сложно. Одна относительно обустройства перехода дорог инженерными сетями. Вот у нас 99% изломов дорожного покрытия связано с тем, что у нас в теле дороги находится либо тепловая сеть, либо водоснабжение, либо газовое снабжение. В ретроспективе и получилось, у меня, по крайней мере, лично сложилось впечатление, что озеленение последние несколько десятилетий в городе Якутске велось по принципу в основном субботников. Да, все наши муниципальные контракты на озеленение в рамках какой-то территории имели абсолютно неправильно проработанное техническое задание. В результате получалось то, что получалось. В связи с этим в прошлом году попробовал в летний период пригласить сотрудника Института биологии с Ботсада в виде взаимодействия как советник. Мы все лето проработали, удалось на 2 улицах прям добиться приживаемости 90%. Есть, наверное, много вопросов присутствующих. Но последний вопрос такой. Вот по какому генплану мы сейчас работаем? Последний генплан, насколько мне помнится, был принят на 2005-2020 годы. В сентябре 2020, прошу прощения, в сентябре, в ноябре, правильно? В ноябре, да. В ноябре 2023 года новым созывом депутатов Якутской городской думы утвержден новый генплан. Евгений Николаевич, большое спасибо за содержательный четкий доклад. Это первое. Значит, собственно говоря, в развитии вопросов Виктора Васильевича у меня такое предложение. Вы неоднократно в своем докладе, в отчете подчеркнули, что без науки многие проблемы города решить просто невозможно. В мэрии работает технический совет. Значит, как он работает, это другой вопрос. Но, по крайней мере, он существует. Значит, мне кажется, что для того, чтобы усилить прямую связь научного сообщества с мэрией нашего города, у меня предложение ввести в состав научно-технического совета президента Академии наук Леонида Николаевича Владимирова, поскольку основным функционалом Академии наук Республики является как раз интеграция деятельности всего научного сообщества для решения
насущных задач республики, но в данном случае города. Вот такое предложение. Спасибо. Спасибо вам, Борис Моисеевич. Но это зависит только от Леонида Николаевича. Если Леонид Николаевич согласен, будет. Леонид Николаевич по долгу службы должен. Если Добрый день. Я хотела бы узнать, разрабатывается ли концепция озеленения города Якутска планомерная, и когда вот закончится это стихийное озеленение в нашем городе? Во-первых, из года в год, в течение почти 50 лет, мы черпаем растительный материал из природы города Якутска. Долина реки Лена сейчас уже в ужасающем состоянии. Когда это все прекратится, и когда вы планируете создавать питомники, и при создании питомников вы рассчитываете на научное сопровождение ботанического сада? Это первый у меня вопрос. А второй вопрос, у меня вопрос как старожила города Якутска. Будет ли в 2024 году начато строительство старого города? Абсолютно согласен с вопросами озеленения, которые вы поставили. И без лесопитомника невозможно. Просто не то, что, знаете, жалко, что мы с леса берем саженцы, да, просто они не приживаются. Саженцы с леса, они, не обеспечивают 100% приживаемость, и просто обидно, что мы там тысячи, в прошлом году 30 тысяч саженцев посадили, приживаемость, конечно, очень маленькая. Поэтому что мы сделаем? Да, вот мы единая концепция, о которой вы говорите по озеленению, мы ее сделаем, но если не в течение этого года, то я думаю, в течение 1,5 лет точно. Я планирую, что до конца 2024 года мы уже утвердим полностью концепцию, и в 2025 год уже зайдем с отдельной строкой финансирования, как озеленение. По-другому быть не может. Важный вопрос, который стоит. Без лесопитомника мы не сможем обеспечить. Вот я почему говорю, вот этот проспект Ленина, да, сейчас озеленение, у нас выполнял вот сад, правда, СДФУ. По контракту зашли, значит, все саженцы, которые они высадили, 90% прижились. Потому что, по большому счету, поменяли полметра грунта, убрали засоленные грунты, значит, и такой подход, он работает. Это 2, я так понимаю, да, который зал. Сегодня актуальный статус какой? Мы заключили комплексное развитие, договор комплексного развития территории нежилой застройки. Реализатором этого комплексного развития территории выступает наше городское предприятие. У нас есть застройщик, агентство по развитию территории называется. Задача заключается в том, чтобы, первое, выкупить у всех, кто готов нам продать жилье, свое жилье. Б, значит, восстановить эти старые дома, которые подлежат восстановлению. Практически 90% домов, которые там есть, мы хотим восстановить. Плюс туда мы хотим перетащить с города дома, которые носят историческую какую-то ценность. Например, сегодня мы перенесли туда уже дом Валериана Васильева, художника, перенесли дом Манетаха, значит, планируем туда перенести дом Юшманова, и планировали туда перенести дом, я с ним не вспомню, 4 дома с города должны перенести, 2 из них уже перенесли по концессионным договорам. Общая реализация проекта должна начаться с этого года. В этом году мы уже планируем начать переселение 3 домов, и в соседнем 55А квартал, 50-й квартал, мы должны начать строить многоквартирный дом для тех, кто хочет остаться в этом месте и обменивать их жилье на жилье, которое будет там построено. Так, Евгений Григорьевич, у меня 2 вопроса, они друг с другом связаны, поэтому сразу 2 вопроса. Да? Так, у вас в доходной части представлено 2 график, да, из 2 составляющих, это безвозмездные, да, вот, и собственные доходы. Да, и немножко хочется расширить, понимать, из чего вообще вот эти доходы складываются, да. Так, и второй вопрос. Для любого города раньше в советское время было, принято, да, градообразующие предприятия есть такие, да, которые дают доход, достаточно большой доход и так далее. Как правило, это были промышленные производства, так? Но в данное время
у нас инфраструктуры даже нету, да, для развития промышленности. Но вопрос такой, как вы видите вообще вот создание высокодоходных, да, производств на территории Якутска? Если разложить структуру собственных доходов, то они делятся на налоговые и неналоговые. Неналоговые доходы, как правило, связаны с поступлением арендных платежей от земельных участков, с продажей муниципального имущества, это либо земля, продажа на аукционе, либо иное имущество, либо процент поступления от прибыли наших акционерных обществ. Как правило, акционерные общества города Якутска работают в очень сложных, нерентабельных отраслях, но тот же ИПАК, он планово убыточный, тот же жилкомсервис убыточный, поэтому наши основные поступления это земли, по налоговым доходам это земли, с аукционов на земельные участки и поступления арендных плат. Порядка 300 миллионов рублей. То есть львиная доля из этих 10 миллиардов, конечно, это поступление от налогов. Значит, здесь ключевой роль является налог на НДФЛ и налог, поступающий с упрощенной системы налогообложения. Здесь относительно структуры экономики города, здесь у нас, к сожалению, или к счастью, город Якутск индустриальную экономику иметь не может. Да? У нас сегодня самый крупный налогоплательщик с точки зрения НДФЛ это СВФУ, Северо-Восточный федеральный университет, потому что больше всего работников и заработная плата. Поэтому классическое развитие города Якутска возможно лишь с стимулированием дополнительных видов отраслей. Мы сегодня для себя в мастер-плане проработали ставку и развитие дополнительным существующим видом креативной экономики. Поскольку классическое производство, подразумевающее размещение здесь производственных мощностей, в наших условиях, к сожалению, заведомо не конкурентоспособно с соседними регионами, где коммунальные платежи, логистика дешевле. Исходя из этого, работоспособной моделью получается у нас реализация здесь проектов креативной экономики, где создается либо нематериальный актив, либо материальные ценности, в которых доля логистических издержек, она меньше добавленной стоимости. Поэтому мы планируем, значит, как раз таки на территории города строительство дополнительно к всей инфраструктуре по развитию IT-бизнеса. Был построен креативный кластер, введен в 2023 году, значит, и планируется строительство кинопавильона полного цикла. Вот. В прошлом году все якутское кино впервые заработало больше 100 миллионов рублей. То есть с точки зрения экономического эффекта, сейчас хотел бы привести пример. Фильм «Айта», слышали такой? Режиссер Степан Бурнашов. Вот он в производство этого фильма потратил чуть меньше 5 миллионов рублей. А кассовый сбор до момента, пока Роскомнадзор его не запретил, составил 25 миллионов 600 тысяч рублей. То есть с точки зрения рентабельности мало какой бизнес может сравниться в производстве классически с такой бешеной рентабельностью за такое короткое время. Поэтому мы, исходя из успехов наших творческих людей, с точки зрения проектов, которые реализованы в IT, кино, мультипликации и так дальше, хотим сделать такую инфраструктуру, которая позволит людям реализоваться в креативной экономике. Классы планируется дополнительно включить, в ТОР Якутия, прошу прощения, включить также, включен уже Жадайская судоверь, и плюс идет масштабный проект перевооружения ДСК. Сегодня домостроительный комбинат уже морально устарел, его выкупило сейчас Республиканское ипотечное агентство, это госпредприятие, и идет перевооружение основной линии для того, чтобы сделать его более производительным, эффективным и, соответственно, рентабельным. Спасибо. Очень хороший доклад, и вообще видно, и мы и без доклада знаем, что в городе работа ведется очень масштабно, и, я думаю, эффективно, очень хорошо работает и ваши службы, ремонтные вообще, действительно удивительно последние годы. Я как
не просто житель, а как гражданин города Якутска говорю. Заключается в следующем. Вы в вашем докладе нету. В прошлом году Айсиль Сергеевич поручение дал о проведении и создании системы геотехнического мониторинга города Якутска. Это было март прошлого года, и нам поручили внести предложение. Якутис вместе с Институтом мерзлотоведения и научно-внедрическим центром биотехнологий разработали предложение, внесли. Потом нам было дано задание разработать техзадание, что и было сделано, все внесено. Но там главное управление стройнадзора. И все туда стекается, а потом, я не знаю, где-то там, где-то застревает. Я знаю, что мы об этом говорили с Георгием Игоревичем об этом, да, поэтому вы заинтересованы. Потому что, чтобы сделать лучший в мире город на вечной мерзлоте, надо знать, что под нами творится. Да? И там без научной основы ничего не сделаешь системного. Там должна быть хорошая изученность, расставление всех термоскважин, гидрогеловских скважин, деформационных марок, там, где они должны стоять, а не как сегодня, где попало стоять, где-то что-то работает, какие-то забиты уже, да, поэтому там нужна очень системная подготовка. Наше предложение заключалось в разработке научно-исследовательской работы. Спасибо, Василий Моисеевич. Действительно, вы затронули важнейшую тему. Здесь хочется отметить, что, как вы сказали, сегодня все сведено в управлении Госрожнадзора. Мы в рамках обращения нас по изменению нормативно-правовых актов ставим вопрос наделения города Якутска передачи отдельных госполномочий, в том числе по мерзлотному контролю и по контролю лицензирования управляющих компаний, работающих на территории города Якутска. Для справки, да, на территории города Якутска порядка 270 плюс-минус, они меняются в день ТСЖ и управляющих компаний. Понятно, что есть, которые, если сказать, положа руку на сердце, 90% из них вообще имеют нерабочие температурные трубки. Вообще от слова совсем работа не ведется. Поэтому у нас сегодня, я просто сужу по тем проектам, которые мы начинаем только в стройке. У нас там каждая пятая стройка, проблема какой-то приопек или что-то, деградация вечной мерзлоты, соответственно, надо уходить в заморозку. А что происходит с жилыми домами, которые сегодня находятся в управлении управляющей компании, которые напрямую должны следить за этим, тут, конечно, очень сложный вопрос. Поэтому, к сожалению, мы должны для обеспечения безопасности нашего населения внедрить такую систему, которая желательно будет минимизировать участие человека, чтобы была единая информационная система, в которой мы будем видеть изменения вечно мерзлых грунтов. И только в таком случае мы сможем спрогнозировать, в том числе реализацию крупных строительных проектов. Вот у нас, к сожалению, за то время, когда я мэр, только за это короткое 3 года еще нет, мы начали строить Хатасскую среднюю школу, напоролись на Криопек, пришлось замораживать. Мы начали строить многоквартирный дом в 47-м квартале по программе переселения, опять попали в Криопек, у нас проектный институт не дал нагрузку выше 7 этажей. Замораживали. Соответственно, это все же деньги, кредитные деньги привлекли, стоит все это дело, не строится. 29-я школа, такая же история. Пришлось на год продлевать срок реализации, поскольку необходимо было проморозить. Поэтому эта проблема совершенно не искусственно надуманная, она сегодня действительно является одним из самых, наверное, животрепещущих. С лицензирования контроля, а потом и мерзлотный контроль тоже будем замыкать на территории города Якутска. И в рамках развития города Якутска в указе главы развития города Якутска в 2032 году, где как раз сформулирована эта задача сделать город лучшим городом устроить вечной мерзлоты, стоит вопрос и поручение сделать систему контроля вечной мерзлоты, основанную на информационных технологиях. Спасибо за очень интересный доклад. С большим удовольствием я послушала. И вот второй раз я уже поражаюсь
что доклады за 2023 год оказались настолько результаты успешными. И что вот город Якутск докладывает, что в университете Антон Николаевич в День науки докладывал. Это очень радует, конечно же. Но у меня вопрос следующего характера. Вот вы, Евгений Николаевич, в своем докладе упомянули как раз проблему бродячих собак. 2 года назад вот погибла моя ученица, тоже химик, молодая женщина, ученая. И вот вы как раз говорили о проблеме защиты сирот в том числе. И поэтому я от себя лично, я как курирую судьбу этих ее детей, сыновей, оставшихся сиротами, благодарю вас лично и муниципальный округ город Якутск за финансовую поддержку получения образования вот младшего сына. Он учится в Москве, в колледже. И вот в течение 2 лет город Якутск оплачивал и проживание, то есть жилье, и обучение, поскольку колледж был, он коммерческий. Значит, заканчивается его обучение в этом году, в 24-м. Далее он поступает в университет по этому же направлению, по специальности. Очень интересная, хорошая специальность, она потом нам пригодится. Это телекоммуникации. Вот. И вот у меня такой вопрос к вам, Евгений Николаевич. Город Якутск в дальнейшем будет ли также помогать этому парню закончить образование? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы с Данилом и с Кимом на связи. Да, я не знаю, город Якутск будет или нет, но я точно. Поэтому этот вопрос я с ними сам решил. В любом случае, Данил, как мы и сказали, будет учиться по-любому. Вопрос, город это будет делать или я лично буду делать. Это мой крест. Я с отцом Сарданом разговаривал. Да, и это тяжело. Это самый тяжелый момент в моей жизни был. В глазах отца я увидел печаль всего этого мира. И мы не оставим ни Данила, ни Кима, это 100%. Корнилов Терентий Афанасьевич, тоже доктор наук, академик. Он обучает студентов. Все его выпускники работают в строительстве города Якутска, так что, пожалуйста, Терентий Афанасьевич. Леонид Николаевич правильно сказал, что многие выпускники работают с людьми, и в том числе и Антон Алексеенко, наш лучший сотрудник, скажем так, на нашей кафедре работы. Но тем не менее, да, вот показатели действительно города Якутска сегодня очень отличные, можно сказать. И действительно мы сегодня видим современные улицы, дорожное покрытие, и это очень хорошо. Но тем не менее у меня вопрос, да, я вот плана города не видел, на каком этапе сегодня проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода. Я помню, что Владимир Сыромятников занимался вот этим проектом, да, и сейчас хотелось бы узнать, на какой стадии. Вообще, для того, чтобы заработать по новой схеме работы с твердыми коммунальными отходами, у нас первое, значит, должна быть построена мусороперегрузочная станция. Второе, значит, должен полностью быть закончен полигон новый. Так вот, полигон сделан. Да, сегодня мусороперегрузочная станция должна быть построена до конца 2024 года. На момент после заключения концессионного соглашения между компанией ООО «Айлгав» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства поменялось требование, поэтому при проектировании были и включены изменения, удорожание стоимости прошло, ну и что соответствовало долгому изменению, как требует соглашение концессионного. Сегодня этот этап уже пройден, и строительство мусороперегрузочной станции должно быть завершено к концу этого года. Сейчас оно идет. Но пока такая информация, поэтому мы очень сильно ждем этого момента, поскольку для нас критически сложно и очень рискованно содержание текущего полигона на 9-м километре. Мы каждый день ведем без остановки работу по отсыпке ее. Она, к сожалению, тлеет. Круглосуточно, круглый год она тлеет. И наша основная задача не допустить открытого горения. И пока у нас на этот полигон пластик,
картон и так дальше едет, да, то шансов того, что он воспламенится, с каждым днем становится все больше и больше. Мы последние 2 года пытаемся вводить вопрос раздельного сбора мусора. Конечно, сегодня он в зачаточной стадии, да, но отрадно, что дети приобщаются. Поэтому мы на данный момент, к сожалению, пока работаем по старой схеме и надеемся, что до конца года концессионер достроит свой объект. Это позволит уже в 2025 году полностью перейти к вопросу рекультивации свалки на 5 километре. Это принципиально важно. Представляет собой большую агломерацию, да, и вокруг города очень много частного сектора. Но вот я, к сожалению, наблюдаю, да, в отличие от таких городов, как город Белгород, где действительно частное строительство сильно развито, у нас как-то создает впечатление хаотичности застройки. Поэтому вот мое предложение все-таки как-то администрации города Якутска выработать какой-то регламент или какие-то действительно нормы строительства именно малоэтажной застройки со своим колоритом, ну хотя бы высотой, нормированием высотой забора, света и так далее, чтобы как-то довести единый архитектурный ансамбль отдельных микрорайонов. Молодым людям сужу, да, что многие сегодня не хотят жить в многоквартирных домах, да, и в основном те, ребята, которые получают ипотеку дальневосточную, все покупают, скажем, участки. И почему сегодня город не занимается именно выделением какого-то вот, большой территории, скажем так, в том числе и может быть, да, вот мое предложение, например, над школой музыки, там хорошие участки на горе можно было сделать, да, или около ГРЭС, между ГРЭС и между перерабатывающим заводом, там тоже хорошие участки, да, и сделать какой-то показательный такой микрорайон из частных домов. Спасибо. Очень такой сложный вопрос, но здесь я не в оправдании себя и не в попытке там найти виноватых, но я убежден, что уровень подготовки архитекторов, которые утверждали проекты межевания, проекты планировки территорий, стремится к нулю вообще полностью. Весь тот беспредел, который сегодня есть в Сатале, микрорайон Тускул, это абсолютная бездарность архитекторов, которые утверждали эти все проекты. Я по-другому это назвать не могу. Вещи надо своими именами назвать. Мы сегодня решаем обратную задачу. Вот представляете, просто архитекторы, которые летают в облаках и не могут представить, что люди, живущие в частном секторе, должны иметь место для сбора твердых коммунальных отходов. Нигде не учтено место для установки бункеров, нигде не учтено место для разворота автобусов, нигде не учтено место под развитие дальнейшего уличного освещения. Преследовали только единственную цель похода — нарезать побольше участков. И якобы школа где-то и детский сад. Как будто людям нужен только детский сад и школа. Поэтому мы сегодня отматываем эту обратную проблему. Сегодня приходится говорить о вопросе выкупа из частных сил, из частной собственности уже участков, где необходимо было бы разместить место сбора твердых коммунальных отходов, место для разворотной площадки общественного транспорта. Но и это все вопрос, кстати, подготовки архитекторов. Это вопрос, который вот нужно вещи своими именами называть. Потому что безграмотный архитектор — это же творец первый. Это огромное количество проблем потом в эксплуатационной фазе. Относительно, значит, частного сектора и выделения земельных участков. Нужно, значит, здесь исходить из следующего факта. Вот все, что на горе и чуть выше, да, это территория федеральных лесов. Я знаю. Получение с федеральных лесов история мега сложная. Если вот вещи своими именами называть, то мы с 2015 или 2016 года, я еще не занимался этим, предыдущая администрация инициировала вопрос передачи части лесного фонда на территорию муниципалитета, чтобы предоставить земельные участки многодетным семьям. И то вот до конца 2023 года мы еще один участок до конца не получили на Магаданском крае. Это очень сложная история. Ну и мы ей занимаемся. Мы уже сегодня имеем потенциал 3000 земельных участков, которые мы должны выдать многодетным семьям. Острейшая тема, очень социальная. Я не первый раз присутствую вашему. В прошлый раз и на мастер-плане тоже присутствовал. То есть отчеты на самом деле
они качественные и каждый раз даже лучше. Но все равно остаются вопросы. И вот по мастер-плану мы когда рассматривали по-моему, даже там присутствовали члены научно-технического совета, в том числе Виктор Васильевич. Но, к сожалению, вот не принимаются четкие наши рекомендации, мастер-плану не принимались. Да? Но единственное, что я заметил, это единственный город на вечной мерзлоте уже не употребляется, поскольку этот термин у нас единственный город на вечной мерзлоте, и он лучшим по определению уже не может стать. Он уже лучший. Нет, Норильск – это не город на вечной мерзлоте, и совершенно сравнение неуместно. Хотя мы сначала тоже пытались. Воркута тоже здесь, да? Нет, это другой совсем. И этот город, сравнить с Якутском невозможно. Это единственный город на самом деле. И он уже по определению лучший. А вопрос у меня... Тут уже много задали, у меня осталось только вопрос один. Это вот по неотвеченный вопрос по 20 миллиардам. То есть кто вот эти 20 миллиардов спонсирует город? Не связано ли это с мостовым переходом? И как вот финансирование мостового перехода влияет на финансирование Якутска в ближайшие 5 лет для того, чтобы стать ему городом на вечной мерзлоте лучшим? Знаете, что из бюджета города Якутска на строительство самого мостового перехода мы бюджетных инвестиций не делаем. Однако, с точки зрения эффектов, которые мы получаем в положительную сторону от строительства мостового перехода, безусловно, есть. Первое из них – это вклад в валовый городской продукт. В любом случае будет развиваться предприниматели, которые здесь работают и задействованы, будут как субподрядные организации, наша налоговая база. Второе, значит, это удешевление за счет огромной сверхтранзакционной издержки в межсезонье. К сожалению, мы с вами живем в условиях того, что почти 100 дней мы живем в условиях, когда мы не имеем возможности крупнотоннажной техникой перевести что-либо на левый берег. Поэтому этот вопрос-то он был оценен Министерством экономики, да, и только в рамках города Якутска мы ожидаем удешевления по ключевым позициям до 5-10%. Я не знаю, сколько удешевления сейчас будет, да, в изменившихся реалиях, но я надеюсь, что, по крайней мере, удорожание и остановку цен можно будет зафиксировать, поскольку мостовой переход как раз таки уберет вот эту сверхзолотую милю, скажем так, которая от путепровода Нижний Бестях до города Якутска. Не секрет, наверное, но вы все знаете, что стоимость в отдельные месяцы перевозки контейнера с Москвы до Нижнего Бестяха стоит дешевле, чем с Нижнего Бестяха до Якутска. Это, конечно. Спасибо. И еще хотел добавить, что по тем вопросам, которые упоминались, это городской канал, городской коллектор. Мы должны включиться были еще раньше, и мы готовы работать по этой теме очень плотно. Наработки у нас есть. Да, свои замечания я передаю в таком виде. Да, передайте помощнику, мы заберем. Спасибо вам большое. Владимир Ильич, как мы договорились, тогда давайте, я предлагаю, чтобы более детальную работу сделать, мы... Спасибо за очень содержательный доклад. Очень заинтересовал именно мастер-план. Потому что в 2020 году был подписан указ президента Российской Федерации о стратегии развития арктической зоны, где отдельным пунктом идет создание в Республике Саха-Якутия Всемирного центра мамонта. И здесь мы видим, что предпочтительнее всего этот Всемирный центр мамонта создать якутский. Но к сожалению, в плане развития города Якутска этого Всемирного центра мамонта пока нету. А это именно очень планируется как очень крупный научный музейный центр. И хотелось бы видеть его именно как в Якутске, как отдельный объект. Мастер-плана мы первоначально
за год до разработки мастер-плана начали работу в рамках подготовки указа главы республики о развитии города Якутска к его 400-летию. И в рамках развития научной составляющей города Якутска, в рамках развития туризма города Якутска очень хорошо в этой конве вложился проект Всемирного центра Мамонта. Его предполагается построить на территории Табаки. То есть здесь уже этот вопрос, более того, уже приземлен. И в указе главы Всемирный центр Мамонта отражен. Исходя из этого, в разработке мастер-плана, который у нас есть, Всемирный центр Мамонта также присутствует. Единственное, где его нету в перечне объектов, которые вышло распоряжением правительства Российской Федерации. То есть, я так предполагаю, что мастер-план шире перечня объектов, которые есть в долгосрочном плане социально-экономического развития города Якутска правительства Российской Федерации. Поэтому вопрос строительства и необходимости на территории города Якутска, он не снят по Всемирному центру Мамонта. Я думаю, этот вопрос, который мы неоднократно будем возвращаться в рамках развития туристического потенциала города Якутска. Все гости, которые к нам приезжают, которые становятся счастливчиками, которые пробыли какое-то время на территории СВФУ, в музее Мамонта, они совсем по-другому на этот вопрос уже глядят, и я уверен, что широкий охват населения вот этим объектом будет всем интересен. Вообще ты бы сказал, чтобы не задавать вопрос, потому что здесь у нас в письме есть, но он не выдержал, подумал и задал. Вот теперь коллега тоже, представьтесь, да? Да. Замдиректора Института мирзатоведения. Меня зовут Лев Геннадьевич Ли. И от имени администрации института и по поручению, вообще говоря, жителей микрорайона Мерзлотный и прилегающих домостроений ЖС, которых население насчитывается более 2000 человек, мы, во-первых, выражаем огромную благодарность вам, Евгений Николаевич, и вашей команде за эффективную работу, направленную на благоустройство нашего микрорайона. Сегодня это один из самых благополучных и комфортных для проживания микрорайонов. И по вашему докладу мы слышали, что предстоит большая реформа общественного транспорта. И у нас сегодня от имени тех, кого я сейчас назвал, одна просьба. Учитывая, что, во-первых, населения много, среди них очень много пожилых людей. В нашем микрорайоне детский садик, муниципальный номер 42 Мамонтенок. И у нас одна просьба – сохранить маршрут 17 в таком виде, в каком он сегодня работает. То есть Мерзлотка, проспект Ленина, и дальше. Вот это единственная на сегодняшний день просьба. Мы изложим это на бумаге, она поступит к вам, так, чтобы все это выглядело представительно. Да. А то, что касается той высокой оценки, которая сегодня уже здесь звучала, мы, наша делегация, полностью согласны и присоединяемся. Спасибо. Вариантов сейчас реформы не стоит. У нас единственное, с точки зрения развития дополнительного, что мы видим в районе Мерзлотки. У нас сегодня есть инициатива от Национального центра медицины. Они хотят расширить свой функционал с точки зрения квартала здоровья. Построить там пансионат для людей, которые приезжают на лечение, внутри территории, плюс построить активный центр активного долголетия, то есть вовлечь эту территорию в больший потенциал здорового сохранения населения. Это раз. Второе, мы обратились с идеей федерального госимущества и к вам с тем, чтобы посмотреть возможность выделения части земельного участка для того, чтобы сделать более удобный транспортный путь для общественного транспорта. У нас сегодня там собирается 11 городских маршрутов, 12 городских маршрутов и 2 пригородных. Да? Один пригородный. Хотели 2, один пока пригородный. И это является одной из самых ключевых транспортно-логистических развязок на территории города. У нас РБ-3, медцентр, мерзлотоведение и
ну там 1/100 наука, это почти 1000 человек, которые там проживают. Поэтому мы транспортную, ну, заасфальтировали, видим, насколько это эффект имеет, и будем прорабатывать сейчас вопрос строительства там транспортного хаба. Получится, не получится, это уже второй вопрос, но мы видим, что это наиболее эффективное место, где можно было бы соединить пригородный маршрут Табаги, Хатасов, при этом сделать их проезд дешевле и обеспечить, значит, бесперебойное снабжение населения общественным транспортом в ключевых местах притяжения с точки зрения развития Межлодки. Посмотрим, как это пойдет. Сейчас вот у нас впереди большая работа ждет. Я рад, что вам понравилось то, что мы сделали в Межлодке. Николаевич, большое спасибо. Колоссальная работа делается. Понимаю, что управлять хозяйством это очень сложно. Я сам был директором сельской школы, 9 объектов. Тут труба, там это сделать очень сложно. Поэтому огромный темп взят, но развитие идет только тогда, когда есть поступательное движение вперед к вам. Я стажировался в Японии, будучи студентом в университете Хиросаки, и меня поразило, что у них есть понятие сопричастность каждого жителя города, страны к своему развитию. Вот хотелось бы, чтобы подобное, что ли, было у нас, потому что только обоюдное движение. Вот я как сам житель города только жалуюсь на развитие. Чего не хватает, этого не хватает. Пишу one click очень быстро и так далее. Вот какое движение или что есть в этой области, в этом деле, потому что мне кажется, это очень важно. Ну, мы субботники активно участвуем, жена староста дома и так далее. Построит, например, детскую площадку, через полгода и уже его полностью обгадит и так далее. Так нельзя, я считаю. Это первое. Второе. Все-таки Якутск – это столица, выполняет определенные столичные функции. Мне кажется, в отчете это было хорошо как-то отразить, и было как-то хорошо участие других муниципальных районов, либо крупных предприятий республики в формировании этого. Это как предложение, это, может быть, отвечать не надо. И третье, и в Японии меня поразило то, что каждое большое крупное предприятие имеет ответственность за определенную улицу. Вот есть такое, у нас нет такое, потому что это тоже, мне кажется, должно быть. И четвертое, как председатель профсоюза, не отвечайте, нам бы, работникам Академии наук, хотелось бы иметь СОТ «Наука 2», «Наука 1». Есть, вы сказали, вот рассмотрите такую возможность. Все-таки ученых привлекать, мне кажется, надо. Им нужно хорошее такое дачный участок, где бы они сидели, думали, в тиши своих домашних лабораторий и развивали бы науку. Спасибо. 2 недели, счастливые 2 недели провел в Японии, стажировался. И, ну, конечно, нас с японцами сравнивать это вопрос, который кардинально в ментальности нашей, мы же совсем разные. Однако вот и тут есть плюсы, и там есть плюсы, и там есть минусы, и тут есть минусы, да, но если по большому счету посмотреть, то у нас основная загвоздка, которая сейчас дается, это очень быстро изменившийся профиль горожанина. Мы сегодня усредненно уже не те, кто в городе там 20 лет назад проживали. Кардинально поменялось население города Якутска, и основная задача сводится к, по большому счету, утверждению правил общественного договора, правил проживания в городе. Я очень рад, что у нас уже как факт выпал тот печальный случай. Вот 10 лет назад, допустим, я когда, будучи был молодым, проезжающая мимо машина могла спокойно из окна выкинуть бутылку, да, если тут как бы сплошь и рядом было. Это уже прошло, такого нет. По теплым остановкам 3 года назад построили, их, ну, всех вынесли, все вынесли теплые остановки. Прям вот несколько только выжило. В этом году уже гораздо лучше. Люди уже видят. И здесь очень хорошо работает теория разбитых окон. Да, то есть здесь нужно в проактивном режиме не ждать от населения, когда оно само будет делать, а мы быстро должны устранять все то, что появляется. Там, где мы чаще убираем, там меньше будут что-то разбивать. И поэтому наша задача как городских властей в первую очередь это, ну ладно, пусть разбивают, пусть этого, но мы должны быстро исправлять.
Вот в этом мы концентрируемся. Однако это, конечно, должно быть соразмерно развитию гражданского общества в целом. Подходов того, каким мы хотим видеть город наш. Здесь мы активно работаем сейчас над развитием такой формы самоуправления, как ТОСы. Территория, как это? Общественное самоуправление. Да. Сейчас у нас сколько, 7 ТОСов уже, да, на территории города? Уже 5, да? 2 еще. И 2 на регистрации. Ну, год назад было 2. Вот это один из инструментов. Второй – это работа в общественной палаты города Якутска. Ну, такими инструментами мы должны это делать. Просто по-другому я не вижу, как это сделать. Но оно дает плоды, 100% дает плоды. Теперь по ответственности за улицу. Мы в прошлом году начали большую работу по установлению новых правил благоустройства. Что это говорится? По простому счету, если у каждого здания есть собственник, либо коллективный собственник, либо 1-2 собственника. И вне зависимости от количества собственников здание имеет ответственное лицо за содержание. Это либо управляющая компания, либо специально созданная какая-то структура. Так вот, у нас по действующим правилам благоустройства предыдущей редакции и закона республики ответственность организации касалась практически по периметру зданий, содержания. Мы поработали, это была нелегкая работа. У нас очень много прошли оценок регулирующего воздействия, общественных обсуждений и внесли изменения в правила благоустройства города Якутска и в закон республики по определению прилегающей территории. Сегодня мы поставили такие требования. Вот порядка 40 метров от стен здания многоквартирного дома – это мера ответственности управляющей компании. Содержание в приемлемом санитарном состоянии. А то у нас в городе Якутске, к сожалению, зародилась практика того, что управляющие компании 2 метра от здания содержали, а остальную территорию мы ни при чем. Вот это надо исправлять. То же самое касалось административных зданий. Вот сейчас все эти изменения уже нормативно легли и вступили в законную силу. В прошлом году участвовало больше людей, чем позапрошлом году. Мы официально в День города же, да, награждаем. В День города награждаем организации. И вот Сургуту уже дают конкуренцию по озеленению, по содержанию территории. И вот такой практикой будем делать эту работу лучше, но без административного понуждения никуда не деться. Мы его сегодня уже сделали, и с этой весны я уверен, что санитарное состояние города поднимется на иной уровень. Ну, не совсем популярная мера, но надо ее делать. Арктики сейчас пойдет. Очень, идет Арктики, субарктики. В Арктике должен быть хозяин. Мы же попробовали, как говорится, сообщаться, все многие согласились, что вахтенным методом, Ленск, вахтенным методом, да, многие сейчас ведутся, да, это, что это даст? Хозяин должен быть на земле, хозяин должен быть Арктики, тогда только Арктика наша будет. Арктика должна быть российской. Арктика должна быть присутствие Республики Саха-Учон. Прежде всего, научная составляющая и уже технологии и так далее. Да? Поэтому это все будет с Якутска. С Якутска будет. С Якутска. Якутск – это очень большой конгломерат. Очень большой. Такими темпами развивается 400 тысяч уже. Кто думал, что 400 тысяч? Уже 18-этажные дома же есть, да? Кто думал, что такие дома здесь будут? Никто не думал. Какие улицы? Сейчас город Якутск буквально 10 лет назад совсем другой, деревянный был. А 30 лет назад я здесь совсем рядом в 200 метрах жил в деревянном доме, печное отопление топил, жил. Вот мой дом Терентий Афанасьевич снес. И там дом построил. Строитель Терентий Афанасьевич. Да? Все. Поэтому так быстро все развивается, и в этом быстром развитии без науки и технологий никак. Город Якутск – это мировая столица науки и технологий в Арктике. И вообще холод – наше главное богатство,
Холод это что? Это продукция и двигатель всего. И, конечно, мэр города у нас выпускник УГТУ Баумана, да? Бауманцы Владимир Петрович Ларионов что сделал? Именно он первым использовал холод. Швы холодовые, сталь холодовая, да, понимаете, да? А сейчас это уже, мы говорим как физика, Институт физико-технических проблем Севера. Теперь уже будем, наверное, говорить Институт физико-технического развития Севера. Уже для нас холод не проблема. У наших предки холод проблема была, что ли? Нет, радовались холоду. И мы должны радоваться холоду, снегу, льду. Город Якутск должен быть самым красивым городом мира именно на холоде. Да? Вот давайте поэтому мы, ученые, мы люди свободные, да? Свободные, и мысли наши готовы получить задание, ну и, конечно, финансовые средства на основе. 100-кратно мы, ученые, дадим такие технологии. Вот Борис Моисеевич, ученый, дает же технологии, дает же, вот пример один из наших. Здесь каждого тронь, каждого подними, он технологии и все дает. Вот сказали же, вот мы вот нашего Корнилова, да, Терентьева, его же люди город строят, все выпускники. Вот здесь сидит у нас академик Сергей Вячеславович. Его студенты математическим моделированием, его студенты вот именно сейчас единороги и так далее, вот Арсеньки, вот у нас Томские и так далее. Все крутились в университете. Вот медицину взять, вот здесь Романова сидит, у нас тоже вот. Она может комплексы снеда, она может столько технологий, столько предложений сделать. Если сейчас все то, что предлагают наши академики, вовремя использовать, да, или заложить, мы очень далеко пойдем. Но без науки, вот наш президент страны недавно же признал, поставил вопрос, когда наука, технологии, все-таки он не зря десятилетие. Мы за 2 года что сделали? Поэтому, наверное, пора в городе уже как бы филиал Академии наук должен быть, наверное. Но он по-другому как-то будет называться, наверное, в городе, да? Не будет же Академия наук, а как-то он должен называться все равно. И который, мы при главе, да, у нас глава имеет учредительство, вот у него только одно есть учреждение, где глава непосредственно учредитель, это Академия наук. И такое же научное должно, наверное, быть в городе Якутске, где глава тоже должен быть учредителем. И наука, двигатель всего, поиск знаний. Мы почему в городе Якутске так живем, да? Хотим как японцы жить? Потому что науку должны мы использовать. Науку. Наука никогда не ошибется, наука не подведет, а наука тебя приведет туда, куда ты хочешь. Хочешь дальше, он тебе и дальше. Но опять же там надо задания ставить и финансировать. Ну, поэтому мы желаем Евгению Николаевичу больших успехов, да, и, конечно, Евгений Николаевич может отличное слово сказать, да, пожалуйста. Во-первых, спасибо, Леонид Николаевич, за возможность встретиться с научным сообществом. Мне сегодня в рамках этого отчета я получил истинное удовольствие от общения с вами. Спасибо вам большое. Мы, резюмирую, договорились о прикладных вещах. Первое, значит, о вступлении Леонида Николаевича Владимирова в научно-технический совет города Якутска. Да? Да, мы будем рады, если вы присоединитесь к нам, и мы перезагрузим работу. Второе, мы договорились о том, что мы мастер-план отдельно и генеральный план с точки зрения долгосрочного плана развития города Якутска рассмотрим на научно-техническом совете, можно по блокам его разбить. Ну и вторым моментом, значит, вот я, по крайней мере, вам точно отчитаюсь в следующем году по озеленению, что мы сделали. Даст Бог, это будет. Вопрос в следующем году в таком же формате, если хотите, мы придем, отчитаемся. Коллеги здесь присутствовали, никто ничего не сказал, у нас здесь человек больше 10 было, если надо. Отдельно можно подойти и спросить. Спасибо вам большое.